Ой, а что у нас так? Прямо и ноги, и все. Вячеслав Алексеевич. Сейчас я. Да, нас чуть-чуть приблизьте. Может, сильно не надо, может. Ноги не будут. Хорошо. Все, отлично. Здравствуйте, уважаемые коллеги, руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели, педагоги и специалисты по сопровождению муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ухты. Мы рады вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре, который посвящен, наверное, ответам на вопросы, интересующие вас по деятельности Республиканского консультационного центра. Сегодня наш вебинар мы построим следующим образом. Первую часть мы немножечко расскажем о самом консультационном центре, а вторую часть посвятим ответам на ваши вопросы. И я с удовольствием представляю вам моего коллегу Наталью Александровну Савенко, заведующую Центром специального инклюзивного образования. И вебинар сегодня проведу я вместе с моим коллегой Светлана Николаевна Штыклянь, проректор Коми Республиканского института развития образования. Уважаемые коллеги, хочется сказать прежде всего о том, что деятельность Республиканского консультационного центра, равно как и деятельность муниципальных консультационных центров, эта работа и деятельность сегодня направлена на реализацию задач поддержки семей, имеющих детей. Мы все знаем, что на уровне федеральном, а также на уровне региональном данный проект входит в национальный проект образования. Хочется обратить ваше внимание на то, что цели у данного проекта поддержка семей, имеющих детей, достаточно серьезные. То есть если вы обратите внимание, то до 2024 года мы должны оказать все вместе 20 миллионов услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям, законным представителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание свои семьи и детей, оставшихся без попечения родителей. Хочется сразу сказать, что здесь в решении этой задачи аккумулируется вся деятельность всех консультационных центров как на территории Республики Коми, так и на территории Российской Федерации. Поэтому достаточно большие объемы на сегодняшний день. И, соответственно, мы также, как Республиканский консультационный центр, так же, как и ваши муниципальные консультационные центры, вносим вклад в решение этой серьезной задачи. Дальше посмотрим. Да? Хочется сказать о том, что основные мероприятия проекта, они достаточно небольшие, да, по своей направленности. Прежде всего, все консультационные центры, и муниципальные, и республиканские, они рассматривают свою деятельность и представляют, наверное, свою деятельность с точки зрения качества услуг на федеральном портале «Растим детей РФ». Значит, этот портал каждый, кто работает в рамках оказания консультационных услуг, обязательно должен посетить. Кроме того, популяризация данного портала очень важна для родителей, поскольку на этом портале размещено достаточно много различных рекомендаций, которые посвящены и успешно используются педагогами, родителями для развития, воспитания и сопровождения наших детей. Ну, соответственно, основную часть работы как республиканских, так и муниципальных консультационных центров занимает оказание услуг. Оказание услуг мы рассматриваем как консультативную помощь. В помощь и государственным образовательным организациям, и муниципальным образовательным организациям созданы НКО, или СОНКО так называемые. Их тоже сейчас у нас в республике, они появляются достаточно активно, и они также привлекаются к оказанию данных услуг. Если вы посмотрите на цифры, которые указаны на слайде, то есть нарастающим итогом мы постепенно двигаемся к такому показателю по Российской Федерации, о котором я уже выше сказала.
Кроме всего прочего, задача всех консультационных центров – это прежде всего, конечно, методически разработать и как можно больше различных комплектов, информации, материалов для непосредственно сопровождения родителей в вопросах воспитания, развития, коррекции детей и так далее. Поэтому на сегодняшний день уже разработаны методические рекомендации Российской Федерации, на основе которых мы также разрабатываем свои рекомендации, какие-то свои направления, организуем деятельность, связанную с просвещением родителей и так далее. Ну и, безусловно, и в вопросах ваших этот контекст звучит, и, безусловно, одним из показателей, очень важных показателей, который сегодня также для нас очень важен, это, конечно, доля положительно обратившихся граждан, оценивших оказание услуг на положительно. Надо сказать, что в этой связи сейчас в настоящее время разрабатываются определенные механизмы, и они, безусловно, не хаотичного характера, а механизмы, которые аккумулируются уже на уровне Российской Федерации. Дальше. Несколько слов хочется сказать о нашем республиканском консультационном центре. Вот из всего вышесказанного я хочу подчеркнуть следующий момент, что наша деятельность и на республиканском уровне, и на муниципальном уровне, она направлена вот в общем контексте на решение вот этих задач, которые обозначены в нашем федеральном проекте, региональном проекте «Поддержка детей», «Поддержка семей, имеющих детей». Безусловно, оператором услуг по республике, да, является наш республиканский консультационный центр. Консультационный центр у нас уже работает второй год, и поэтому мы можем сказать, что у нас есть определенный опыт в работе консультационного центра. Он создан при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на средства федерального гранта. Хочется сказать, что Республиканский консультационный центр уже в 2019 году оказал 20 тысяч услуг родителям, законным представителям. Это достаточно большое количество по республике. Но без помощи, конечно, муниципальных консультационных центров, муниципальных специалистов, безусловно, такой охват сделать достаточно сложно. В настоящее время также в этом году мы продолжаем свою работу и, соответственно, уже выстраиваем ее с точки зрения механизмов взаимодействия. Дальше. Хочется сказать, что, решая цели и задачи консультационного центра, у нас на сегодняшний день плавающее количество специалистов, с которыми мы заключаем определенные соглашения, определенные договоры на совместную деятельность. Значит, какие направления сегодня в движении Республиканского консультационного центра у нас идут? Ну, прежде всего, в рамках, безусловно, сегодняшней эпидемиологической ситуации, которая сложилась, акцент у нас идет, безусловно, на заочные дистанционные услуги. Республиканский консультационный центр, наверное, как и ваши муниципальные консультационные центры, не прекращает свою работу. Он работает, но контекст оказания услуг, он несколько в другом формате происходит. То есть это линия заочного предоставления услуг, дистанционного предоставления услуг в письменной форме, а также оперативного предоставления услуг по телефонной связи. Кроме всего прочего, наш центр достаточно много проводит работы, связанные с просвещением наших родителей. В связи с этим идет также направленность, связанная с консультациями и так далее. То есть, еще раз подчеркиваю, что Республиканский консультационный центр, наверное, так же, как и ваши муниципальные консультационные центры, не прекращает свою работу и работает в режиме всеми возможными доступными способами сегодня оказания различного рода консультационных услуг. Хочется сказать, что основной акцент, который был направлен на 2020 год, это акцент
мобильности оказания услуг, прежде всего по запросу, и направлен, конечно, был на выездные мероприятия по запросу муниципальных органов управления образования, заместителей глав по социальным вопросам. Ну, жизнь вносит свои коррективы, и, естественно, поэтому мы сегодня работаем в режиме, в том формате, в котором сегодня нам доступно работать, наверное. В связи с этим мы вот очень благодарим вас, что вы подготовили нам блок вопросов, на которые сегодня мы, наверное, постараемся ответить и вообще, наверное, рассмотрим эти вопросы и каким-то образом, может быть, найдем точки соприкосновения. Вот. И в связи с этим мы как бы стараемся двигаться навстречу друг другу. Основной контекст, наверное, можно переключить, да? Основной контекст, который сегодня затрагивает нашу деятельность, это, конечно, охват, тот адресный охват целевой аудитории, которая, в общем-то, на которую направлены наши консультации. Это, в общем-то, все родители детей от 0 до 18 лет. Мы включаем также категорию студентов, потому что студенты тоже, среди них достаточно много молодых родителей, готовящихся стать родителями, да, будущих родителей и так далее. Поэтому, посмотрите, если вы посмотрите, то есть очень широкий такой спектр адресности нашей категории консультационного центра, которому мы можем оказать различного рода услуги. Безусловно, очень большая часть консультаций, вопросов, предложений приходится на родителей семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и понятно, поскольку, безусловно, есть в этой области определенные сложности в воспитании и развитии детей, и родители всегда требуют постоянной поддержки в этом направлении. И, наверное, это такой достаточно один из самых сложных вопросов и одно из самых сложных направлений. Кроме всего прочего, если вы обратите внимание на целевую аудиторию, также консультационный центр старается расширить свои консультации в области семейного образования, семейного воспитания, там, где родители сегодня выбирают именно эту форму образования. И, безусловно, также возникают определенные вопросы, причем очень много вопросов, связанных именно с построением именно образовательного процесса, образовательного направления, как методических компонентов, как сегодня получить образование в семье. Это достаточно тоже очень сложный, наверное, еще не совсем изученный в сфере образования вопрос, и консультационный центр также старается с этой категорией тоже работать. Одной из тоже сложных категорий, которые обращаются в консультационный центр республиканский, это граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, вы знаете, что эта категория родителей достаточно своеобразная, да, то есть она сложная, да, то есть не каждый решится обратиться даже с вопросом, не говоря уже за консультацией в этом направлении. Но, тем не менее, у нас тоже такая направленность, такая категория родителей. Небольшая практика работы с такими родителями у нас уже есть. Да, то есть тоже как бы есть. Дальше переключим. Хочется сказать, уважаемые коллеги, что на сегодняшний день у нас работают, вот из всех направлений, которые мы уже проговорили и выделили, у нас работают клубы. Клубы у нас начали работать в 2019 году. В 2020 году они продолжают свою работу. То есть что такое клуб? Вот в нашем понимании, да, клуб – это когда родители собираются с детьми, там что-то обсуждают, какие-то мероприятия проводят и так далее. В нашем контексте работы Республиканского консультационного центра все клубы носят очень серьезные задачи просвещения. Да? То есть там, где разбираются, да, вопросы
из практики, обсуждаются со специалистами, и тут же специалист помогает родителям разрешить какие-то вопросы. Это очень... Да, Светлана Николаевна, хочу немножечко здесь дополнить, что помимо прочего собрания как бы в клубах, да, клуб в нашем понимании имеет такую более, наверное, расширенную форму работы, потому что все-таки мы проводим и вебинарные формы, именно просвещение родителей, вот именно специалистов, которые работают в клубах обозначены, да, это и «Моя семья», и «Школа успешных родителей» и так далее. Поэтому, коллеги, вот почему вопрос о клубах встал, да? Я наверняка знаю, что и у вас есть такие же семейные клубы, да, то есть и в рамках помощи, в том числе, может быть, в рамках какой-то коррекционной работы, возможно, да, реабилитационной какой-то работы. То есть здесь мы тоже можем как-то объединить усилия. Почему? Потому что нам всегда очень важны интересные направления, интересные события, какая-то линия просвещения. Поэтому здесь тоже надо подумать, и, может быть, имеет смысл как-то вот попробовать, да, объединить какие-то усилия для того, чтобы и на муниципальном уровне, и на уровне республики как-то это могло протранслироваться, потому что это важно, в общем-то, для всех. Не только, скажем, для Ухты или там для Сыктывкара, но для других территорий Республики Коми тоже очень важно. Далее мы смотрим по кадровому составу. Наверное, тут и вопрос у нас тоже есть, и вас это будет интересовать. Значит, в прошлом году у нас... Да, я просто хочу подчеркнуть, что в прошлом году с нами работало 134 специалиста, вот они разные. Но практика показывает, что чем выше мы расширяем свои возможности, тем более направленности специалистов нам более узкого, специфического, наверное, характера нужны. И в этом тоже мы нуждаемся и призываем вас таким образом также предлагать нам рассматривать какие-то свои специфические направления. Мы будем только очень рады, потому что здесь есть моменты, когда мы в специалистах иногда просто очень нуждаемся даже оперативно отвечать на консультировать, оперативно отвечать оперативно на вопросы, которые вот сейчас задаются нашими родителями. То есть не всегда мы имеем такую возможность, поэтому иногда мы вопрос отодвигаем, да, запрос, ищем специалиста, стараемся каким-то образом удовлетворить нашего родителя в том плане, что, чтобы как-то качественно помочь родителю. Поэтому в этом тоже есть определенная сложности. Поэтому мы стараемся, чтобы и муниципальные детские сады, и муниципальные специалисты с нами работали достаточно тесно во взаимодействии вот к этому вопросу. Так, дальше что у нас еще идет? Здесь просто мы хотим протранслировать, что наш консультационный центр, в принципе, в прошлом году работал очень активно и в очном режиме, да, и поэтому, безусловно, как и у нас тоже есть очный режим, предварительная запись, родители приходят, консультируются со специалистами. То есть для нас, для консультации в очном формате, так же, как и в заочном и дистанционном, в принципе, созданы все условия. Поэтому вы, как специалисты, наши ресурсы тоже можете использовать. То есть это большой для вас какой-то, наверное, плюс, да, для того, чтобы вот таким же образом вы могли консультировать не только родителей своего муниципалитета, но, предположим, родителей и со всей республики, а может быть даже и с России, потому что мы, в принципе, широко транслируемся. Далее хочется сказать, что... про консультации вот я уже сказала, да, что у нас различные виды консультаций, и как показывает наша практика, что и методические консультации сегодня достаточно запрашиваемы, особенно в период самоизоляции, период пандемии, поскольку что-то сделать со своим ребенком тоже надо обладать определенными методическими подходами. В связи с этим, конечно, методические консультации сегодня тоже очень важны для нас, и мы на них тоже делаем акцент. Значит, хочется сказать вот что. Наверное, всех это будет интересовать, поскольку мы заключаем определенные соглашения с муниципальными организациями. Очень важно, что те услуги, которые вы оказываете на местах, да,
Они также считаются территориальными, но в том числе и могут рассматриваться как республиканскими. Это вот первое направление, то есть все услуги, которые вы оказываете на муниципальном уровне в рамках наших соглашений, они могут рассматриваться как республиканские. Тут есть вопрос еще по этому моменту, мы на него более подробно еще ответим, да, чуть позже. Да, чуть позже. Почему, вот я хочу сразу остановиться, почему такой момент очень важен. То есть смотрите, вот у нас есть родитель, да, предположим, он не знает, где получить ответ на конкретный вопрос или где получить эту консультацию по какому-то вопросу. Естественно, пользуясь рекламой, да, пользуясь средствами, источниками информации, он вызваниваться может к нам. Мы понимаем, что родители, скажем, с Ухты, да, условно. Соответственно, мы понимаем, что есть у нас специалисты, которые более качественно, более глубоко, более интересно, может, более важно могут проконсультировать этого родителя, да, на месте. Поэтому, чем получать услугу, скажем, дистанционного формата, да, мы предлагаем обратиться в консультационный центр к вам. И вот в этом как бы достаточно серьезный момент, серьезный факт в пользу качества оказываемой услуги, что для нас, наверное, является приоритетом. Наверное, для всех, для нас, не только для нас, для нашего центра. Так, далее, что у нас еще там в заключении где-то? Так, ну, по документации тоже есть вопрос, мы ответим на этот вопрос. Работая во взаимодействии с нашим республиканским консультационным центром, вы попадаете в нашу документацию, безусловно, к вашей документации, которая у вас идет на муниципальном уровне, и если она у вас есть и утверждена, мы отношения не имеем. Да, если вы с нами заключаете соглашение и работаете во взаимодействии, то вы попадаете под нашу документацию, и она будет здесь на слайде представлена. То есть она достаточно проста. Вот Наталья Александровна чуть подробнее, отвечая на вопрос, расскажет. Практически мы только, если мы заключаем соглашение со специалистами, с образовательной организацией, мы единственное только раз в месяц запрашиваем определенный отчет, да, индивидуальный отчет специалиста, ну и, собственно, как бы вот уже веря вам на слово, можно так сказать, да, засчитываем эти услуги, потому что, соответственно, глубокую проверку мы осуществить не можем, оказанные услуги, они относятся к вашей компетенции, к вашему качеству, и мы, заключая договор или соглашение о сотрудничестве, понимаем, что с нашей стороны, с вашей стороны услуги должны быть оказаны качественно. То же самое, если, предположим, к вам обращается родитель, который с вопросом или за консультацией, на которую у вас нет специалистов ответить, да, вы также можете обратиться к нам, и специалисты нашего республиканского консультационного центра помогут вам найти специалиста, который ответит на этот вопрос. То есть такой вот взаимообмен достаточно хороший, достаточно важный для нас. Да, достаточно вот элементарно, да, взять, был случай, когда необходимо было из района проконсультировать родителей, у которых был ребенок слабослышащий. В данной ситуации нами был найден хороший педагог, сурдопереводчик, который смог качественно проконсультировать родителей, и получилась как бы хорошая консультация. Родители получили, не выезжая, хорошую консультацию от специалиста, которого в данном районе, где они проживают, ну, просто нет. Ехать им было очень далеко, как бы, ну, и понятно, что это и затратно, и в часах, и в денежном эквиваленте тоже. То есть, ну, вот, в принципе, таким вот образом. Да, потом, уважаемые коллеги, надо еще учитывать, знаете, какой факт, что, ну, понятно, что каждый муниципалитет решает задачи, поставленные органами местного самоуправления, это мы понимаем, и, безусловно, на соподчинение муниципального уровня там мы не претендуем никоим образом. Все делается только на добровольных началах. Но надо понимать, что у нас достаточно отдаленные есть районы, да, там, где, собственно, нет социальных даже объектов, а родители есть. Поэтому Республиканский консультационный центр, у нас такая задача, чтобы каждый родитель из очень отдаленных, наверное, да, районов мог воспользоваться консультацией наших центров, в том числе и республиканского, в том числе и муниципального. Поэтому, работая и решая, так скажем, свои небольшие
конкретные задачи муниципальных консультационных центров, работая вместе с республиканским консультационным центром, вы решаете еще задачи, связанные с оказанием качества услуг вот по территориальной удаленности нашим родителям. Это очень важно, поверьте, потому что родители, несмотря на то, что нет у них такой возможности получить консультацию, мы им такое право предоставляем в рамках либо вот также удаленной связи, либо, не знаю, там письменно, да, либо там по телефону и так далее. И вот сколько мы уже выслушали хороших отзывов, благодарности от того, что да, действительно, несмотря ни на что, откуда бы нам родитель не позвонил, мы всегда стараемся, даже если в отсроченном варианте, мы всегда стараемся, чтобы услуга была оказана, во-первых, качественно, и самое главное, быстро и вовремя. То есть, чтобы человек остался не просто довольным, а чтобы он получил на свой запрос какой-то полноценный, конкретный, качественный ответ. Да, и, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что вот без общих консолидаций усилий нам, конечно, сделать это тоже всем очень сложно. Очень сложно, потому что все мы работаем в ограниченных кадровых ресурсах, ну и как бы есть определенные тоже свои сложности. Так, далее, что у нас там в заключении, наверное, да, уже? Ну, мы сейчас активно привлекаем и наших родителей, и всех наших специалистов, которые с нами будут сотрудничать и сотрудничают уже, на наш сайт. У нас создан сайт, он достаточно интересный, вы туда можете зайти, все посмотреть. Если вы с нами сотрудничаете, вы там тоже появляетесь. Да? Может, я более подробно. Да. Если вы с нами заключаете договора о сотрудничестве, то специалисты, которые будут заявлены как консультанты Республиканского консультационного центра, будут заявлены на сайте с фотографией, со всеми регалиями, с телефонами. Понятно, что можно будет нажать кнопочку «Записаться к конкретному специалисту». И если люди обращаются, допустим, по вопросу конкретного специалиста, естественно, вы это можете либо увидеть, либо мы, как специалисты, вам обзваниваемся и говорим, что к вам поступила консультация, вот такой-то, такой-то человек, вы уже там дальше решаете, как вам принять его очно, заочно, дистантом, как провести лучше с ним консультацию, то есть это уже на ваше усмотрение. Но все специалисты, которые с нами работают, мы их размещаем на сайте нашего консультационного центра, чтобы любой родитель, который туда зашел, мог это увидеть. Также мы размещаем ссылочку на учреждение, которое с нами сотрудничает. У нас есть муниципальные образовательные организации по сотрудничеству, это тоже у нас размещено на сайте. Любой желающий может к вам зайти, посмотреть сайт вашего учреждения, посмотреть, чем вы занимаетесь. То есть это, как сказать, такая мини-реклама и вашего учреждения, и вашего консультационного центра, который у вас работает, и ваших специалистов. Через нас к вам могут записаться как по телефону, так и на сайте консультационного центра, который представлен сейчас на слайде. Помимо всего прочего, у нас есть еще страничка ВКонтакте, где можно задать вопрос, и вам точно так же специалист ответит. Мы точно так же подыщем любого консультанта, который необходим в данной ситуации, и точно так же проконсультируем в те же сроки, как и положено, то есть все без вопросов. Поэтому, пожалуйста, думайте. Да, наш сайт уже популяризирован, то есть родители его знают, очень удобный, то есть и запись там достаточно удобная, и, в общем-то, и отзывы можно оставить, задать вопросы. То есть на сайте прям задаются вопросы, специалисты на них отвечают. Можно сразу на сайте задать, можно просто записаться к специалисту. Если неохота озвучивать вопросы. Мы публикуем наши типичные вопросы, очень часто, то есть с ответами. Поэтому достаточно такой уже популяризированный сайт, поэтому если вы сотрудничать с нами будете, то, соответственно, вот также и родители, они все будут пользоваться этим сайтом. Я думаю, что это неплохо. Сайт у нас всегда популяризируется в СМИ, на телевидении, и так далее. То есть тут много можно рассказывать о сайте и так далее. Так, да, дальше.
Ну и какие у нас результаты в этом году, как показатели, наверное, стоят перед нашим республиканским консультационным центром. Прежде всего, это, конечно, как показатель, это 12 тысяч услуг в год мы оказываем в этом году, в 2020. Поэтому, соответственно, надо сказать, что это не такая большая на сегодняшний год цифра, да, по сравнению с прошлым годом. Поэтому, естественно, у нас есть возможность уже и выбора, и отсева наших специалистов, поскольку понимаем, что где-то, есть возможность более качественно подойти к оказанию услуг. Поэтому вот такая у нас первый показатель, который нам необходим. Второй показатель – все специалисты, которые с нами работают, они проходят обучение, дистанционно обучаются на нашем сайте дистанционного обучения. По специальной программе. Да, по специальной программе, то есть готовятся на консультанта. То есть есть понятие консультанта, да, и, соответственно, как проводить консультацию, все специалисты проходят обучение. В прошлом году мы обучили 107 специалистов, в этом году мы уже запустили обучение порядка 30 специалистов, поэтому все, кто автоматически с нами заключает соглашение, с кем мы работаем, он должен пройти обучение. Это обязательное условие. Ну да, то есть если вы с нами заключаете соглашение по сотрудничеству, в дополнение к соглашению вы нам предлагаете список консультантов, которые будут работать в консультационном центре, работая не только на город, но и на республику, то есть это нужно понимать, то вот именно конкретно данных специалистов мы автоматически зачисляем на программу повышения квалификации бесплатно. То есть такая вот, как скажем, мотивация, да. Человек проходит обучение и работает с нами в течение определенного времени, но уже как качественный консультант, который получил повышение квалификации на 72 часа. Да, и, коллеги, тоже мне кажется, это такой тоже очень хорошая возможность воспользоваться, потому что мы все понимаем, что есть обучение, связанное с направленностью работы, да, то есть там со своей спецификой, да, но обучение именно на консультанта, не всегда мы такие примеры, наверное, программ видим. Поэтому здесь очень даже неплохая направленность именно получить это повышение квалификации, связано с оказанием консультационных услуг. Да, хочу сразу еще оговориться по поводу этого данного конкретного направления обучения на консультанта, потому что вопрос здесь такой все-таки есть, он прозвучал. Дело в том, что доступа свободного на обучение консультанта нет. Поэтому здесь такой небольшой нюанс. Да, это специальная программа, она сделана специально специалистами из Московского института. Да. И это распоряжение не наше конкретно, это распоряжение федерального центра, поэтому в свободном доступе данная программа как таковая не существует, и к ней имеют доступ только либо те люди, которые с нами сотрудничают непосредственно, либо те, кто выиграли грант также, да, но делают заявку, но тогда они уже обучаются платно. И оценка качества услуг, тоже такой вопрос прозвучал, мы тоже на него ответим более подробно. Значит, как показатель у нас идет, он, наверное, и у вас также идет, да, потому что это наш самый главный, наверное, показатель удовлетворенность качества услуг вообще в принципе, не говоря уже об удовлетворенности услуг консультаций. Значит, здесь мы можем сказать, что в данном показателе мы услуги сами не оцениваем. У нас есть методика, разработанная федеральными службами, и, соответственно, разработаны определенные критерии, разработаны анкеты, все предоставлено нам федерацией, и поэтому здесь оценивание идет чисто независимое. То есть услуги, да, качество услуг оценивается автоматически родителями. От нас оно зависит только в области оказания услуги, качества оказания услуги, да? А оценка идет уже со стороны федерации. Здесь тоже такой нюанс, потому что
на самом сайте консультационного центра любой родитель, получивший услугу, может автоматически оставить, если он пожелает, конечно, да, и выразить такое желание, оставить отзыв о полученной услуге автоматически, то есть здесь можно оставить ее обезличенно, то есть тут никаких критерий, да, заполнения нету, просто там понравилось, не понравилось, хорошо, нехорошо, и плюс то, что вот Светлана Николаевна рассказала про федеральный центр, здесь немножечко другой порядок идет. Здесь идет оценивание на портале «Растим детей». Это распоряжение федерального центра. Делается автоматическая рассылка писем при условии, что родители предоставили электронный адрес. Делается рассылка обезличенного, опять же таки, письма, что, уважаемые родители, вы обратились за консультацией, просим вас оценить качество услуги. Родитель автоматически проходит по ссылочке, которая идет в этом письме, и уже отвечает буквально на 2 вопроса: понравилось, не понравилось, опять же таки, точно так же обезличено, и мы только видим уже результат, который нам присылает федерация. Все. То есть вот таким образом. Да, так что, коллеги, достаточно серьезная тоже эта работа, вот, поэтому мы здесь тоже прилагаем определенные усилия для того, чтобы наши родители были довольны оказанными консультациями. То есть и, безусловно, есть методика, которая работает на оценку. Здесь мы уже только вот, как говорится, как сказала Наталья Александровна, только смотрим свой результат, и больше ничего. Да, поэтому вот в такой системе мы работаем. Посмотрите, здесь посмотрите на показатели, они не такие уж и большие, можно так сказать, не такие объемные, но все они в этом году работают на одну большую задачу – это качество оказания консультационных услуг. Для того, чтобы все-таки специалисты, которые оказывают услуги, они могли не углубляться, скажем, в свою область специфически. Можно много рассказывать там о нарушениях речи, да, там еще чего-то, а именно отвечали и консультировали родителей на конкретные вопросы. Это достаточно тоже, этому тоже, наверное, надо вот учиться, поскольку оперативно ответить конкретно на поставленные вопросы иногда бывает специалисту тоже сложно, не видя ребенка и так далее. Да, вот есть сложности своего рода. Но я думаю, что вы опытные специалисты и готовы ко всем вариантам взаимодействия с родителями, в том числе. Ну, коллеги, вот первую часть мы как бы немножко так рассказали, она уже соприкасалась с вашими вопросами. Вот. Я думаю, что мы сейчас во второй части начнем отвечать на ваши вопросы, которые вы любезно нам предоставили заранее. Мы очень рады, что вопросы такие достаточно интересные, серьезные, глубокие, да. Поэтому мы постараемся ответить. И если как бы еще у вас будут какие-то вопросы, вы также можете в оперативном порядке нам прислать. Мы можем ответить на них также либо вторым вебинаром, либо письменно, как хотите. То есть можно точно так же по запросу зайти в онлайн, в наш онлайн консультационный центр, задать там вопрос, и мы точно так же сможем вам ответить оперативно. Пожалуйста, любая консультация у нас осуществляется максимум 2-3 дня. Да, коллеги, вот если она письменная. Коллеги, вот тут есть еще вопросы, которые, наверное, вот можно сказать типичными. Вот мы, наверное, выберем еще эти типичные вопросы, да, с Натальей Александровной, и на нашем сайте тоже ответы на них как бы, сможем разместим, вывести. Потому что, потому что я думаю, что они интересуют не только вас, но и других специалистов, которые так думают еще, да, с нами работать и так далее. Поэтому, да, наверное, на сайте консультационного центра, да, вот там мы сможем как бы разместить ответы на типичные вопросы консультантов. Да, коллеги, еще хочется сказать вот о чем, что, безусловно, когда мы рассылаем соглашение о сотрудничестве, да, то не всегда, предположим, муниципалитеты, специалисты, организации, которые мы направляем конкретно и в организации, и в органы управления образования, и замглав по соцвопросам, да, наши предложения о сотрудничестве. Значит, не всегда организации, руководители организации, ну, может быть, интересуются или понимают, или как бы не всегда отдают себе отчет, какая деятельность их ждет впереди. Поэтому у нас есть некоторые соглашения с разных муниципалитетов, когда мы понимаем, что мы никак с ними не соприкасаемся.
Очень приятно, что ваши образовательные организации, они осознанно подошли к этому вопросу, и вот этот вебинар сегодня нам об этом говорит. Может быть, если нужно будет, мы специалистов еще отдельно соберем уже по более конкретным вопросам, по более специфичным, может быть, направлениям, да, проконсультируем специалистов в какой-то части. Значит, и еще такой момент, который мне хотелось отметить, что очень важно понимать, что если вы заключаете соглашение, конкретно организация заключает соглашение с Коми-республиканским институтом развития образования, с Республиканским консультационным центром, да, в этой части, то есть мы встаем с вами на правовые основы, то очень важно понимать, что это обоюдная сторона работы. То есть не нужно ждать консультаций от, например, нашего центра, да, когда мы вам кого-то будем направлять. Это совершенно не такая линия. То есть это взаимообмен. Да, взаимообмен. Когда родители с вашего муниципального образования, либо с республики, либо с другого территориального образования обращаются конкретно в ваш муниципальный центр, да, или в наш республиканский центр. И мы уже смотрим, каким образом, да, вот идет это взаимодействие, как оно устанавливается. Поэтому здесь очень важно себе отдавать отчет, что это очень такое дело с двух сторон. Да, когда мы заключаем соглашение. Бывают у нас соглашения, когда мы понимаем, что прошло полгода уже, получается, с января по май, ну почти полгода, да, и мы понимаем, что вот с этими организациями мы никак не вступили во взаимодействие. Когда мы обращаемся к этим организациям, то понимаем, что люди не всегда отдают себе отчет в плане выстраивания взаимодействия, да, в плане понимания. Есть моменты, связанные с предложениями, то есть если у муниципального образования, у конкретной образовательной организации возникают предложения, да, то есть, предположим, давайте сделаем обоюдный план, да, какое-то участие двух сторон, да, то есть, например, ваш муниципальный центр или ваша муниципальная организация участвует в плане республиканском. Или, предположим, линия консультаций, да, то есть сколько консультаций, каких консультаций. То есть если у вас возникает такое предложение, если вы хотите, да, более четких, конкретных вещей, более ясных вещей, да, тогда мы идем навстречу. Давайте мы сделаем к вашему соглашению вот такой вот план, да, как приложение, и, соответственно, уже тогда мы понимаем, что мы этот план выполняем вместе. Да? То есть вот таким образом можно поступить. То есть по-разному. Мы должны понимать, что у нас нет сегодня такой единой формы обязать участвовать вот в деятельности, в взаимодействии. Да? Мы как бы не можем образовательную организацию, мы пока говорим только об образовательных организациях. Поэтому если у вас есть вот желание установить конкретику какую-то, то вы нам предлагаете, мы сделаем обоюдный план, который мы уже обязательно с двух сторон в этот период обязаны будем выполнить. Это вот одна сторона, да? Может быть, другая сторона, когда организация предлагает, предположим, своих специалистов, как мы говорим, да, вот это первая направленность, когда мы говорим, что образовательная организация предлагает нам своих специалистов для работы в Республиканском консультационном центре. И мы тоже говорим вам большое спасибо огромное за специалистов, потому что мы понимаем, что мы их тоже привлекаем в качестве участия в мероприятиях просветительского характера, в вебинарах, консультациях, да, и в разных других направлениях деятельности Республиканского консультационного центра по мере их привлечения. Да, но при всем при этом не стоит забывать, что мы не должны искать вам консультации. То есть те консультации, за которыми к вам, вот вы заключили с нами договор, к вам в это время обращаются за консультацией. Безусловно, эти консультации могут засчитываться вот, как консультации Республиканского консультационного центра конкретного специалиста, который оказал эту услугу. Да, и вот мы уже, наверное, подходим к этому вопросу, наверное, он будет интересовать всех. Да, вот здесь вот есть вот такой вопрос под номером 10 у вас. Значит, на базе муниципальной организации существует муниципальный консультационный центр, при этом сотрудники являются сотрудниками муниципального центра и республиканского. Да, это возможно. Каким образом будут засчитываться проводимые услуги, будут ли они входить в объем оказанных услуг,
и не будет ли это дублированием услуг. Коллеги, мы говорим, вот если мы хотим, да, вот четко понимать, какие услуги у муниципального консультационного центра, а какие у республиканского, то есть если мы хотим вот так вот развести, да, то есть не дублировать, как вы пишете, услуги, тогда, безусловно, мы должны к нашему соглашению определить определить показатели, да, то есть вот что на сегодняшний день муниципальный консультационный центр в рамках нашего взаимодействия в течение периода действия соглашения оказывает услуги в таком-то количестве. Все. По конкретно республиканскому консультационному центру. Да. Все остальные оказанные услуги, безусловно, будут засчитываться по вашему консультационному центру. Пожалуйста. То есть мы не против. То есть если мы хотим поставить такую ясность, да, то есть просто мы делаем доп. Соглашение, да, определенное. В котором четко будет прописано, что, допустим, вашим конкретным специалистам нужно будет оказать, допустим, 50 услуг на базе ГПХ и, допустим, 50 услуг бесплатных. Все. То есть, и вот это будет ваша задача, допустим, на год. Да. И более как бы требоваться с вас ничего не будет. Все остальные услуги, которые вы будете оказывать, они будут засчитываться чисто консультационным центром муниципального образования. Да, только мы должны с вами понимать, что вот, ну, как бы все мы понимаем, что в любом случае все оказанные услуги, все, независимо кто оказал, сколько оказал, да, муниципальный этот центр, республиканский, они все сегодня идут в это число, которое сегодня нам поставил наш проект «Поддержка семей, имеющих детей». Это 24 миллиона услуг. Все услуги будут засчитываться, независимо, платные, бесплатные. В любом случае мы их все подаем в Минобр, точно так же, как вы подаете свои. Они все засчитываются. То есть они будут засчитаны абсолютно на ваше учреждение в любом случае. Да, поэтому дубляжа как такового быть в принципе не может, потому что, соответственно, услуги, которые оказываются, они все просчитываются, ну, на период, например, оказания, там, условно, за счет оплаты, да, и за счет либо это будут бесплатные, либо это бесплатные услуги. В любом случае, вот эта составляющая, она идет в общий контекст, да, объема услуг, которые оказывает республика в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Так, ну давайте, наверное, тогда начнем с первого вопроса, да? Каким образом вы организовываете работу с получателями услуг по выявлению уровня их удовлетворенности качеством в очной или дистанционной форме? Ну, на этот вопрос, я так думаю, мы со Светланой Николаевной уже ответили по поводу федерального центра, да, «Растим детей», и по отзывам, которые как бы родители могут оставить на сайте консультационного центра. Безусловно, что заставить кого-либо мы не имеем права, это чисто их личное желание. Ну, надо сказать, что в рамках удовлетворенности, безусловно, можно пользоваться какими-то там своими мини-анкетами, но это уже чисто для вашего... Для вашего удовлетворения. Да. Федерально засчитываются только вот эти две составляющие. Так, следующий вопрос. С какими запросами в консультационный центр чаще всего обращаются родители, имеющие детей с ОВЗ? Ну, на этот вопрос, конечно, я могу вам ответить, потому что я являюсь консультантом Республиканского консультационного центра и как раз работаю с родителями, имеющими детей с ОВЗ, и родителями, имеющими детей с инвалидностью. Безусловно, чаще всего обращаются с запросом, чем и как заниматься в домашних условиях, когда, допустим, дети не посещают образовательную организацию, да, там детский сад или школу, или вот, допустим, сейчас было, скажем так, обвально-шквальное обращение по поводу, чем заниматься в период пандемии, потому что ни один специалист не работает, никто, крайне мало специалистов, которые сопровождают детей дистанционно. И вот в данной ситуации мы родителям давали разъяснения, чем можно заниматься, предлагали какие-то занятия, предлагали им мероприятия, которые можно проводить самостоятельно, то есть то, что может сделать самостоятельно родитель дома с ребенком, дабы ребенок и развивался, и не забыл то, что ему уже дали. Вот. Значит, и по специфике, наверное. По специфике, безусловно. Если родитель нам говорит, что у него просто ребенок ОВЗ, естественно, мы не имеем права требовать, какой диагноз у ребенка и так далее. Если он сразу сказал, что у него ребенок ДЦП,
то мы, безусловно, начинаем как бы, ну, более подробно получать информацию от родителя, дабы построить более, скажем так, более развернутый, подробный инструментарий, да, для того, чтобы родитель мог дома качественно с ребенком заниматься и на что ему обратить внимание, то есть как себя вести с ребенком, на что обратить внимание, какова почасовка занятия и так далее и тому подобное. Далее вопрос. Какой диагностический инструментарий вы используете для своевременного диагностирования проблем? Дело в том, что сразу хочу оговориться. У нас консультационный центр. Это центр консультирования. Мы не диагностируем детей, мы не проводим занятия с детьми, мы не работаем с детьми вообще. Мы даем консультации конкретно обратившемуся лицу, как себя вести в той или иной ситуации. Да, бывают ситуации, когда приходят с родителями дети, но здесь уже чисто экстренный, беглый диагностированный вариант, то есть если специалист видит ребенка, и он хорошо ориентируется, ну, допустим, как я логопед, я понимаю, что на слух я уже слышу и воспринимаю, что нужно дать этому ребенку, то в данной ситуации вот только таким образом. Поэтому каких-либо диагностик конкретных мы не проводим. Дальше, значит, каким образом осуществляется координация деятельности консультационных центров муниципальной подведомственной подчиненности? Коллеги, вопрос достаточно хороший. Значит, ну, во-первых, еще раз, мы не заходим на территорию соподчиненности муниципальных мы только переадресуем консультации. Да. Координация. Во-первых, мы проводим цикл вебинаров для наших специалистов, да, тех, кто с нами сотрудничает. Это первое. Второе. Мы постоянно, Наталья Александровна, постоянно на связи. Да, постоянно на связи с организациями, с специалистами, которые тоже иногда и, наверное, часто задают сразу определенные вопросы, да, и также консультируются. То есть без консультации тоже невозможно. Да? Значит, следующий момент, который бы хотела сказать по поводу координации. Координация, безусловно, определяется через руководителей, через руководящий состав. То есть если возникают какие-то вопросы, если возникают какие-то сложности, если возникает какое-то осложнение, может быть, да, в рамках работы с родителями и прочее, то, безусловно, мы стараемся вот эти все вопросы порешать сразу оперативно. Поэтому координация деятельности у нас осуществляется через руководителей образовательных организаций, которые подписали с нами соглашение, да, и через специалистов непосредственно по каким-то вопросам, направлениям, ну и так далее, то есть которые тоже постоянно, да, возникли вопросы, пожалуйста, сразу же звоним, либо по представленным телефонам на экране, либо по телефону консультационного центра. Я всегда на связи, поэтому всегда могу проконсультировать, если возникают сложные какие-то вопросы, переадресую Светлане Николаевне. А потом, коллеги, не надо забывать, что специалисты, которые как вот сказать, что всегда мы на уровне своего муниципалитета, да, мы привыкли общаться со своими коллегами, но общаться в рамках республиканского консультационного центра очень важно. Почему? Потому что здесь есть специалисты, действительно, которые не работают в образовательных организациях, а работают в других организациях, разные направленности, например, психологи, клинические, практикующие, да, и задать им вопрос, пообщаться с коллегами вот с такими, тоже очень важно. Допустим, да, вот у нас работает очень много психологов с Центра социальных технологий, великолепные специалисты, у которых можно подчеркнуть достаточно большой опыт работы, для себя какие-то интересные новые направления выяснить, и посоветоваться. Далее. Можете ли вы оказать консультативную помощь по оформлению и ведению документации консультационного центра? Нет, не можем, потому что как таковой документации консультационного центра нет.
Коллеги, тут надо сказать, что тут немножко вопрос не совсем понятен. Почему? Потому что если вы говорите о документации муниципального консультационного центра, то, соответственно, она известна, эта документация, она в методические рекомендации федеральных уже прописана, она на сайте нашего министерства выложена, поэтому вы всегда можете туда обратиться. То есть там есть перечень документации, которая должна быть у консультационных центров. То есть проблем вообще нет никаких. То есть и в рекомендациях, еще раз повторяю, и на сайте нашего министерства такая информация есть. Вы всегда можете ее найти в интернете. Она единая для всех. То, что касается нашего республиканского консультационного центра, Наталья Александровна уже вам сказала, что у нас очень минимизированная документация, да? Это в основном наша информационная автоматическая система. Заполняя Google форму, да, у нас единственное, что это заполнение специалистами Google формы, которую мы рассылку делаем только для тех специалистов, организаций, которые заключили с нами соглашение. То есть вся документация заключается в заключении соглашения и в предоставлении Google формы специалистам, которые, проведя каждую консультацию, сразу же автоматически ее заполняют. Далее выгрузка у нас происходит уже без участия специалистов, поэтому у нас все минимизировано до минимализма. То есть заполняя Google форму по каждой оказанной консультации, то есть вы можете заполнять ее раз в месяц, ежедневно, то есть все это попадает в нашу информационную систему, и там мы вас видим, то есть какие услуги вы оказали, когда вы оказали, в какое время оказали, кому оказали. Ну, то есть вся линия оказания услуг, она уже просвечивается в нашей информационной автоматической системе. Да. Поэтому у нас вот такая минимизированная документация, и, соответственно, она зашифрована, закодирована, доступа к ней абсолютно ни у кого нет. Вот. Поэтому вот таким вот образом. И, соответственно, по поводу, наверное, всех специалистов интересует вопрос еще по поводу нашего взаимодействия, связанного с оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера. Действительно, если вы оказываете в рамках соглашения только организации с нашим республиканским консультационным центром, вы оказываете как специалист услуги. Услуги, соответственно, вы все правильно ведете, все хорошо заполняете, и нет к вам никаких претензий со стороны качества, нет никаких там осложнений, да, там рекламаций на вашу деятельность. Соответственно, мы ежемесячно стараемся заключать с вами договоры ГПХ, ну и, соответственно, каким-то образом проводить оплату. Да, там, когда наши специалисты заполняют уже вот эту вот карточку консультанта, которая у нас в Google форме располагается, там четко есть распределение услуг по ГПХ и бесплатных услуг. То есть это тоже не стоит забывать о том, что если вы заключили с нами договор как консультационный центр, и вы как специалист работаете на основе этого договора, не стоит забывать о том, что помимо платных услуг существуют еще и бесплатные, которые вы тоже должны оказывать. Да, коллеги, тут хочется еще сказать вот что специалисты, которые с нами будут работать или уже которые с нами работают, да, и с образовательных организаций, с теми, с кем у нас заключено соглашение, должны понимать, что услуги у нас как платные есть, так и бесплатные. Поэтому муниципальные образовательные организации, с которыми у нас заключено соглашение, они какую-то часть, это примерно процентов, наверное, 20, от 20 до 25, они обязаны оказывать в том числе и бесплатные услуги, что тоже очень важно. Да? Поэтому нам бы хотелось, чтобы все-таки мы вышли на, если мы вот такие линии с вами выстраиваем, нам бы очень хотелось, чтобы мы в том числе и в доп. Соглашениях какие-то вот точки над «и», что ли, поставили, чтобы они всех устраивали, и вас, и нас, да? Чтобы не было потом вот каких-то сложных вещей, связанных с проблемой, да, что какие услуги дублируются, какие услуги платные, какие бесплатные и так далее. Ну, по поводу видов оказываемых услуг, какие виды оказываемых услуг наиболее востребованы получателями? На сегодняшний день могу сказать, что высоко востребованы это логопеды, дефектологи и психологи.
То есть родителей больше всего на данный момент беспокоят вот эти стороны детей. Среди психологов высоко востребованы специалисты по профориентации, подростковым различным проблематикам и, безусловно, психологи и специалисты, которые могут и знают, как работать с приемными семьями и приемными детьми. Да, это очень важно на сегодняшний день. Ну, на вопрос по оказанию услуг службы, понятно, существует ли программа повышения квалификации, мы со Светланой Николаевной уже подробно рассказали. А вот вопрос по поводу привлечения получателей услуг по эффективности. Мы со Светланой Николаевной буквально вот недавно только разговаривали на эту тематику, и, безусловно, уже из опыта работы мы можем сказать, что любая реклама, она хороша, она замечательна в любом виде, но не стоит как бы полагаться все стопроцентно, что она заработает буквально сразу и с разбегу. Любая реклама, она хороша и нарабатываема в течение 1,5-2 лет. Поэтому сразу за месяц вы себе большую рекламу не сделаете. Коллеги, тут еще хочется сказать по поводу рекламной деятельности. Мы же все понимаем, что популяризация вообще, да, деятельности, она всегда находит свое отражение в рамках качества. Да? То есть если услуги качественные, если они интересны, если родитель доволен, если да, то есть самая хорошая реклама – это, конечно, как мы говорим, сарафанное радио. То есть родители довольны, они передают друг другу, они общаются, и, соответственно, уже популяризация, она достаточно высока. Ну и, безусловно, телевидение, которое всегда у нас являлось самым мощным, наверное, инструментом, да, вот такого продвижения услуг, это тоже очень важно. Ну и реклама. Ну и буклеты. Да, из нашего опыта еще хочется сказать о том, что вот специалисты нашего республиканского центра, они молодцы, потому что они всегда выходят в организации, просятся, стучатся, рассказывают родителям, педагогам о том, что да, такие услуги есть, что это легко, что это можно получить бесплатно для всех получателей услуг, что очень важно. И вот эта вот линия выхода в народ, что ли, да, она тоже дает свой эффект. Да, причем безусловно, да, что в первую очередь нужно обязательно как бы говорить о том, что все услуги, то есть любая консультация для любого обратившегося в консультационный республиканский центр, она абсолютно бесплатна. То есть любой родитель, любая бабушка, там, любой дедушка могут обратиться по вопросу. Самое главное, воспитание и образование ребенка – это бесплатно у любого специалиста. Да, по вебинарам. Хочется сказать, коллеги, еще знаете о чем? Вот по поводу вопроса вебинаров. Да? Ну, там, понятно, есть хвостики о том, как вы работаете. Мы на это отвечать, конечно, не будем пока. А по поводу вебинаров. Вы всегда можете использовать наши площадки, что очень важно. Да. У нас очень хорошие площадки у института, то есть у нас достаточно высокотехнологичные площадки, когда и вы можете транслироваться как специалисты своих центров, как специалисты нашего центра, вы всегда можете транслироваться через наши вебинары, через онлайн-трансляции. Пожалуйста, всегда мы вас ждем, любые ваши предложения. Если, допустим, вы являетесь нашим консультантом, помимо того, что вы можете воспользоваться нашими площадками непосредственно очно, приехав сюда, точно так же мы прекрасно работаем и в дистанции. Да, и вот в настоящее время Наталья Александровна сейчас готовит уже тематические консультации для родителей с участием специалистов, в том числе и точно так же вопрос-ответ. То есть в муниципалитеты будут отправлены заявки по датам, в какие даты будет какой специалист и по какой тематике, да, он специализируется, и по какой тематике он сможет вам ответить на вопросы. То есть можно будет точно так же с родителей собрать вот такой же списочек определенных вопросов, выслать к нам на центр, и мы передадим эти вопросы специалисту, который будет находиться в студии и который постарается ответить на вопросы. Помимо этого, естественно, безусловно, существует чат, в ходе которого тоже собираются вопросы,
на которые специалист потом может ответить, если человек не хочет как бы это визуализировать на всеобщее обозрение, да, то специалист просто связывается потом с человеком, который непосредственно хочет получить услугу, и дает уже услугу индивидуально. Да, коллеги, и также вот в рамках этого направления мы также вас приглашаем к сотрудничеству, потому что вы можете заявиться по любой своей интересной тематике, точно так же онлайн вещать, и мы вас просто вставляем в наш план, в наш график, да, и предоставляем вам эфирное время, да, и вы вещаете, отвечаете на вопросы. Да, это возможно сделать из дома. Сразу предупреждаю, да, что сейчас такие технологии, что мы вас подключаем, и вы прекрасно можете воспользоваться из дома своим ноутбуком и провести любой вебинар или ответы на вопросы, пожалуйста. То есть это как бы все доступно. Дальше вопрос. Сколько обращений поступает в среднем за месяц? Ну, скажем так, достаточно по-разному, потому что и месяца разные, и разные условия. Допустим, если это в период, когда все открыто и все кругом есть, это немножечко происходит небольшой спад, но в условиях пандемии сейчас, вот покуда мы были в дистанции, у нас количество услуг серьезно возросло. Но в среднем обычно, ну сколько у нас, Светлана Николаевна? Ну, около 900. Около 900 в месяц как бы есть, да, различных. То есть порядка от 600 до 900, до 1000 бывает вот услуг в месяц с учетом муниципальных специалистов, которые оказывают услуги на муниципальном уровне. То есть через республиканский консультационный центр проходит вот примерно около 1000. Так, какие критерии вы используете для отбора специалистов для работы в консультационном центре? Критерии, коллеги, одни – это единый квалификационный справочник. То есть если у вас есть уровень образования, да, то есть вы подтверждаете с дипломом, когда мы заключаем соглашение с вами и потом заключаем соглашение уже со специалистом, мы запрашиваем документы на каждого специалиста. У него должен быть подтвержден уровень образования, повышение квалификации, стаж работы и так далее. То есть запрашиваем все необходимые документы, какие, собственно, всегда и запрашивают при поступлении на работу. То есть нам лишние документы не нужны, нам важно только подтверждение вашей квалификации. Самое главное, что если вы заявляетесь как психолог, то понятное дело, что у вас должны быть дипломы или как минимум профессиональная переподготовка по направлению психологии, что вы имеете право заниматься психологией, вести занятия по психологии и вообще заниматься в этом направлении и давать консультации. Очень часто встает вопрос о стаже. Но как и в едином квалификационном справочнике, да, то есть стаж у нас предусматривается, ну, порядка, скажем, от 2 лет, как вот в справочнике идет, да, что идет там линия более повышенного от 2 лет или без предъявления к стажу работы. То есть, в принципе, мы, конечно, стараемся учитывать опыт специалиста, потому что, ну, опыт, как мы понимаем, всегда важен. Но, тем не менее, мы работаем и с молодыми специалистами. Пожалуйста. Да, то есть если мы получаем рекомендации от вашего руководства, что вы можете, и вы грамотный на данный момент специалист, который действительно хорошо может проконсультировать в том или ином вопросе, то никаких претензий к вам не будет. И еще очень часто складывается мнение, что нужны специалисты только узкопрофильные, то есть не про психологи, логопеды и прочее. Нет, нам, в принципе, иногда нужны по методическим вопросам и учителя начальных классов особенно, и воспитатели, и музыкальные руководители, и физруки, и специалисты по ЛФК. Бывают и такие вопросы, допустим, у детей с ОВЗ иногда бывают вопросы характера такого, что а как, допустим, с ребенком дома заниматься для того, чтобы он лучше двигался там, или еще что-то. Здесь понятное дело, что логопед и дефектолог сказать не может, а специалист по ЛФК, он прекрасно может помочь в данном вопросе родителям. Да, вот очень не хватает, скажем, реабилитологов, да, когда вот специалисты, они, естественно, на стыке пед и медобразования, да, но иногда задают такие вопросы, когда только реабилитолог может на них ответить, и бывает... Да, бывают такие ситуации, когда очень сложно бывает работать с родителями именно вот в данном направлении, потому что обращаются с различными категориями. Я вот уже оговорюсь еще раз, да, что это не только дети ОВЗ, но и дети с инвалидностью.
Следующий вопрос. Имеет ли возможность клиент, приехавший в Сыктывкар из Ухты для получения очной консультации, получить 2-3 разных консультации у специалистов? Может. Да, безусловно, только единственный вариант заранее договориться. Да, потому что сразу вдруг специалистов мы всех в одну кучу собрать не можем. Объясняется это еще и тем, что наши специалисты работают, они все работающие, и не всегда это работники именно КРИРО. Поэтому, большей частью не да, КРИРО. по большей части. У нас в КРИРО всего лишь 3 специалиста, которые могут оказать услугу здесь и сейчас. Все остальные у нас приглашенные специалисты, поэтому если, допустим, клиент приезжает из Ухты, ну вот у нас уже было такое, приезжали из Усть-Кулома, приезжали из Удары, они заранее звонили, мы обговаривали, ставили, ну то есть подыскивали на тот день, когда они приезжают, специалиста, который может оказать услугу, и человек прекрасно получал все свои услуги и уезжал. Ну, здесь вопрос по звонку. Не всегда можно дозвониться. Коллеги, да, был небольшой период, когда у нас не было переадресации. В настоящее время переадресация есть. То есть, пожалуйста, звоните, если вы звоните на стационарный телефон. Лучше всего, сразу говорю, пока вот у нас такие вот ситуации, лучше звонить по сотовому телефону, а также обращаться через консультационный центр и через сайт ВК. Там у нас мы постоянно в контакте, потому что действительно со стационарным телефоном иногда, ну, как бы возникают такие, ну, непредвиденные ситуации, скажем так. Ну, сейчас у нас переадресация ведь есть? Нет, не можем понять, по какой причине. Коллеги, ну, в любом случае, мобильный телефон у нас на сайте есть? Да, сотовый телефон работает, который вот многоканальный, по-моему, там 503, что такое, да. Сотовый телефон работает, он многоканальный, и мы всегда на него отвечаем. Если вдруг, не дай бог, да, не подняли трубочку, мало ли там совещание или еще какие-то вопросы, да, и мы в это время находимся не рядом с телефоном, оставляйте смс-сообщение, мы на него обязательно ответим. Ну, коллеги, мы должны понимать, что есть возможности, во-первых, через сайт обратиться, через сотовый телефон обратиться. И в ВК. Да, в группе ВКонтакте. А также вы можете позвонить в приемную, и вас также могут переключить на сотовый телефон. То есть, пожалуйста, вот любыми возможностями. Нам вообще каждый обратившийся нам очень важен. Поэтому в любом случае специалисты Республиканского консультационного центра, они всегда стараются обратную связь наладить. Так или иначе, да, то есть не сегодня, так завтра. То есть все равно ни одного еще звонка пока не пропускали. Ну и у вас есть возможность сказать родителям или самим, записаться на сайте. У нас запись на сайте есть, и там всегда это работает. У нас и на сайте она прекрасно работает, там есть и упрощенная форма, и более сложная, то есть как хотите. Можно непосредственно записаться к конкретному специалисту, потому что есть такая реальная возможность, выйдя к нам на сайт консультационного центра, там, где руководство и педсостав, да, как у всех указывается, у нас у каждого специалиста есть кнопочка «Записаться на консультацию». То есть можно даже к конкретному специалисту сразу, да. Да, специалист, увидев, что к нему записались, перезванивает и обговаривает, как с вами связаться лучше, когда, в какое время, в какой день. Вы договариваетесь и получаете консультацию у специалиста. То есть здесь проблем нет никаких. В ВК моментально отслеживаются все ваши заявки, поэтому, как бы обратившись через страницу ВКонтакте, точно так же получить ответ можно очень быстро, связаться со специалистом и получить консультацию по телефону или по электронному адресу, или тут же ВКонтакте, то есть как пожелаете. Коллеги, тут есть ряд вопросов, связанных с медико-педагогической комиссией. Мы с Натальей Александровной посовещались, и, наверное, все-таки более подробно, да, мы ответим на эти вопросы на нашем сайте.
Почему? Потому что здесь Да, есть предложим определенная... специалисту. Да, У предложим нас специалисту, есть специалист, да, который расписать работает. технологию, да, вот, и конкретно ответить на ваши вопросы. Я думаю, что вот ответы на эти вопросы вы найдете на нашем сайте, потому что сейчас говорить, отвечать на эти вопросы, как бы это очень долго, и есть нюансы. И не в нашей компетенции, Да, скажем да, так. и мы, наверное, более подробно попросим специалиста расписать ответы на эти вопросы. Поэтому еще раз, уважаемые коллеги, ответы на ваши вопросы, типичные вопросы, которые мы уже проговорили, мы для всех еще раз пропишем и поместим на нашем сайте в течение недели. Вот. Очень вас благодарим за эти вопросы, потому что для нас они тоже очень важны. Надеемся, что сотрудничество у нас состоится с вами, потому Да, что... мы надеемся, что мы все-таки более подробно ответили на ваши интересующие вас вопросы. Вам стало более понятно как бы наше взаимодействие, поэтому ждем вас с большим удовольствием. Да, да, коллеги, надеемся, что заинтересованные образовательные организации, которые желают вот так выстраивать отношения, это большой опыт для всех, для нас, вот, и для вас в первую, наверное, очередь. И, соответственно, работая совместно, вы получаете опыт работы своих муниципальных консультационных центров, потому что организация, она тоже очень важна. Вот, мы вас благодарим, желаем вам здоровья в этой сложной ситуации нашей эпидемиологической. Вот, берегите себя, своих близких. Если нужны еще циклы, пожалуйста, заказывайте по конкретным вопросам, мы всегда на связи. Через управление, пожалуйста, девочки знают, как на нас выйти. У них есть наши контактные данные. Пожалуйста, пишите свои вопросы, задавайте. Также не забывайте про вопросы от родителей. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги.